Валерий Евгеньевич, у вас есть вопросы к представителю Министерства юстиции? Да. Пожалуйста. Вот я на этот хотел обратить момент. Вы сказали, суд кассационной инстанции обязан рассмотреть доводы жалобы, если в кассационной жалобе содержится указание на нарушение норм права. А как это будет выглядеть, если он согласился, в кассационной жалобе присутствуют доводы, указывающие на нарушение норм права, а Кассационный суд не привел мотивировки своего решения, просто согласился с выводами апелляционной инстанции и не опроверг этих доводов. А как-то же выглядит рассмотрение? Его нету просто. Каким образом вы считаете? В своей речи, если вы слушали внимательно, я как раз таки об этом и говорю, что Кассационный суд не вправе, как говорится, если есть новые доводы, существенные доводы кассационной жалобы, он не вправе просто сослаться на мотивировку первых судов первой инстанции. Он должен также дать оценку новым доводам, да, существенным доводам кассационной жалобы именно. Если же там, в принципе, новых доводов нету, а повторяются те же доводы, которые были на первых двух инстанциях, тогда он, в принципе, может просто сослаться, согласиться с мнением первой и второй инстанции. То есть, поэтому мы и говорим, что Кассационный суд, он обязан учитывать доводы, существенные доводы именно с кассационной жалобы, которые не были, как говорится, рассмотрены в рамках первой и второй инстанции. Вам понятен ответ? Мне понятно, я не буду комментировать это. Хорошо. Смысла нет. Айдарбек Асмалевич, у вас есть вопросы к представителю Министерства юстиции? Нет, вопросов не имеется. Уважаемые судьи, есть вопросы? Присаживайтесь. Ваша позиция понятна.